Министерство сельского хозяйства Коми намерено внести свою лепту в развитие туризма в республике. Если быть точнее, в те виды рекреации, которые непосредственно касаются самой отрасли. Это рыболовство, агро, эко и этнонаправления. В будущем году такие проекты смогут рассчитывать на грант «Агротуризм». Отбирать проекты будет профильное ведомство России. Максимальная сумма, которую можно получить, 10 миллионов рублей. Речь об этом зашла во время рассмотрения профильной госпрограммы в Госсовете Коми. В Минсельхозе уверены, это поможет создать условия для увеличения объемов производства за счет увеличения числа туристов. Елена Кононова подробнее. Увеличение объемов сельхозпроизводств, площади мелиорируемых земель, обеспечение роста инвестиций и даже увеличение доли граждан, проживающих на сельских территориях. Задачи перед сельхозотраслью региона стоят непростые. Одна из главных – поддержка аграриев, выделение субсидий на производство молока, приобретение комбикормов, содержание животных и птиц. Кстати, уже под занавес этого года на эти цели было выделено из республиканского бюджета дополнительно 98 миллионов рублей. Отдельное внимание к развитию кооперативов, которые объединяют сельхозпредприятия, фермеров и предпринимателей под одно крыло. Они вместе решают вопросы переработки молока, мяса и сбыта продукции, участвуют и в грантах, получают субсидии. Один из ярких примеров – Усть-Куломский мясоперерабатывающий кооператив. Своими полуфабрикатами он снабжает весь район. Мы ведь не только сами получаем господдержку, да, как кооператив, мы еще получаем, например, для пайщиков. То есть сейчас второй год, наверное, программу приняли очень хорошую. То есть для фермеров и для СПК Поморжина, позже очень накладно обходится для сенажа пленка упаковочная. То есть она очень дорогая. И в прошлом году, позапрошлом году, наверное, приняли эту программу. Мы кооператив покупает эту пленку за 100% полную стоимость, и мы за полцены распределяем своим пайщикам. Появились в госпрограмме развития отрасли и совершенно новые меры поддержки. Одна из них – строительство кормоцехов. Такой объект уже возводят Нёбдена. Там же будет склад сырья и готовой продукции. Цена вопроса – 26 миллионов рублей. Сельхозпредприятию больше не придется втридорога покупать корма у поставщиков. Экономия налицо. Да и качество своей продукции будет выше. А значит, и молоко коровы будут приносить куда более вкусное и полезное. При нынешней ситуации это особенно важно. Молочное скотоводство на севере заведомо убыточное. Без господдержки ему не выстоять, отмечают сельхозпроизводители и указывают на недостаточное финансирование отрасли на следующие 3 года. Если будет возможность увеличить, мы, естественно, будем увеличивать. Вопрос существенный, серьезный. 100 миллионов мы нашли уже при планировании, добавили. Мы живем в ограничениях определенных, связанных с кодексом бюджетным, с соглашениями, заключенными по реструктуризации кредитов. Но при наличии возможности, конечно, будем рассматривать. Мы вообще не отказываем практически Министерству сельского хозяйства, особенно когда оно идет за федеральным софинансированием. Поддержка оказывается и оленеводству – порядка 36 миллионов в год. Дополнительно более 23 миллионов рублей предусмотрены для создания цехов глубокой переработки продукции из оленины, которую можно поставлять на экспорт. Сегодня профильное ведомство уже работает с федеральным центром по получению сопроводительной документации для поставок в страны Евросоюза. Проект модернизации цеха глубокой переработки оленины в Винте включен в программу диверсификации экономики республики. И еще один вопрос, который Минсельхоз намерен поднять – это поддержка строительства коралей. Загоны для оленей изношены и срочно требуют обновления. Безусловно, это софинансирование. Посмотрим, насколько возможности бюджета это позволит и в какой период. Но планируем это оперативно отработать, порядок с правительством, с депутатами. Безусловно, сначала соберем все данные от самих участников рынка оленеводов и будем продвигаться в этом направлении.
С будущего года начнется обновление материально-технической базы ветеринарной службы. Общий объем средств – 18 миллионов рублей. На сегодняшний день износ основных фондов – 80%. Требуется ремонт в помещениях, обновление специализированной техники, оборудования. Сегодня важно обеспечить ветеринарное благополучие региона и его продовольственной безопасности. Это профилактика и борьба с заразными болезнями животных, опасными и для человека, ликвидация их последствий, контроль качества производимой продукции, подчеркнул министр. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрган.